Один знаменитый музыкант решил взять в жены настоящую мусульманку. Родители невесты, не наводя справки о женихе, с ее согласия выдали ее замуж. И первый же брачный ночь, когда пришли домой, муж начал показывать свое имение. Открывая дверцы первой комнаты, она мысленно думает: здесь я буду совершать намаз. Открывая дверцы второй комнаты, она мысленно думает: здесь я буду читать Коран. Открывая дверцы третьей комнаты, смотрит, на стене висит гитара. Он же музыкант. Ничего не сказала, пошли спать. Просыпается среди ночи, смотрит, нет жены рядом. Надо же, не могли же ее увезти первую же брачную ночь. И пошел искать ее по комнатам. Смотрит одной из комнат, при открытой двери она совершает ночной намаз. Он же, что такое намаз, не имеет понятия. Ничего не сказал, продолжил сон. Вот так проходили дни и ночи. Он всегда поздно возвращался домой. Как бы поздно не возвращался, никогда не спрашивала: ты где был, почему задержался, с кем сидел. Никакие вопросы ответить. Он же музыкант, в конце до концов. И как бы поздно не возвращался, она всегда встречала его у порога, наряженная, красивая, ухоженная, как будто бы всю жизнь ждала своего мужа. И однажды он вернулся под утро домой. Она удивилась, что он не встретил. Она не встретила его у порога. И пошел искать по комнатам. Одной из комнат он видит, она совершает, на молитвеннике сидит и просит Всевышнего: о Аллах, направь моего мужа на правильный путь, сделай его счастливым в этом мире и в мире ином. Вот так 3 раза попросила для своего мужа, и только 4-й раз начал просить для себя. Услышав все это, муж подошел к ней, встал на колени. У него по щеке потекли слезы, и начал говорить: сколько я тебя мучаю, ты просишь для меня Аллаха прощения, только не себе. И этот момент он услышал азан на утренний намаз. Его сердце наполнилось любовью Всевышнего. Он сделал омовение, пошел в ближайший мечеть совершать намаз. С этого дня корни изменила жизнь этих замечательных людей. Для чего рассказываю эту историю? Дорогие наши матери, дорогие наши сестры, никогда не ругайте своих мужей, никогда не ругайте своих детей. Просите Всевышнего. Иншаллах Рахман, Аллах направит, поставит на правильный путь ваших детей и ваших мужей. Вот такая вот история. Спасибо, дорогие друзья.